На субботник мы придем, вместе мусор уберем. Акция «Чистый Сакмар» набирает обороты. Пожар в Саматике. Удалось ли врачам и пациентам вовремя покинуть помещение, расскажет Евдокия Титаренко. 100 лет истории. Свой вековой юбилей отмечает газета «Башкортостан». Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Экологическая акция «Чистый Сакмар» набирает обороты. Напомним, решение о проведении масштабного мероприятия приняли на Мартовской всероссийской научно-практической конференции, прошедшей в Сибае. Акция проходит в Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском и Хайбулинском районах. Недавно абзелиловцы передали эстафету баймакцам. Сегодня на территории района вдоль берега реки Сакмар ведутся экологические субботники. Протяженность реки Сакмар в Баймакском районе более 100 километров. Течет она через 40 населенных пунктов, жители которых активно включились к акции по очистке берега реки. На днях эстафета дошла и до жителей деревни Первоиткулово. Дети и взрослые вышли навести порядок на излюбленных местах отдыха. Накопившийся мусор и сухостой сельчане вывозили на лошадиных повозках и тракторах. Несмотря на то, что субботники проходят уже несколько дней, работы еще достаточно, говорят сторонники экологической акции. К масштабному мероприятию подключились не только жители деревни. Благое дело поддержали и выходцы из этого села. Среди них глава администрации Сибая Халид Сулейманов. Несмотря на напряженный график работы, он также уделил несколько часов для участия в экологической акции на своей малой родине. Мы здесь, сколько я помню, со скольких лет, даже не знаю, до совершеннолетия точно мы здесь летом все дни проводили здесь свободные. Утром, если уходили, или рыбачили, или купались, возвращались поздно вечером. Даже за нами иногда приходили наши родители, нас силком, так сказать, уводили домой. Поэтому тогда берега были намного чище, воды было больше. Но сегодня, конечно, немножко грязнее, вот поэтому вот и акции проводятся. И вот здесь каждый 100 метров имеет свое название. Вот начиная от Бурамбая, там Тиряк, потом Авишахман, потом Турагисев, потом Япон тубяги, потом Купер, потом другой тубяк, потом Шарши, потом лагерь, потом трамплин, Автошарма и так далее. Каждые 100 метров здесь название. Вот это название, вот, даже между этими даже 100 метров нет. Поэтому вот, с удовольствием воспоминания и с удовольствием работаем. Согласно плану акции, после того, как субботники пройдут вдоль русла реки на территории всего района, эстафету должны передать Зилаирскому району. Они, в свою очередь, соседям из Хайбулов. Но, как уже известно, участники акции не стали ждать официальной передачи эстафеты и также начали приводить в порядок берег реки Сакмар и другие зоны отдыха. Лена Кириллова, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ. Выявление готовности городских учреждений к чрезвычайным ситуациям – частая практика в Сибае. Так, на днях в детском соматическом отделении прошли противопожарные учения. Как справились медработники с непростой задачей по эвакуации пациентов, расскажет Евдокия Титаренко. Сигнал тревоги прозвенел в здании детского соматического отделения. Возгорание произошло в столовой на 3-м этаже. Такова легенда очередных учений. Дежурный сотрудник сообщил о происшествии пожарным, после чего в здании началась массовая эвакуация. Уже через 3 минуты после сигнала все маленькие пациенты и их мамы были выведены на улицу. Как и полагается по правилам, последними здание покинул персонал. Персонал сами видели, как это работали, четко, нормально. Потому что это не одной днем тренировки доводится, это много тренируется постоянно. Так как идет месячник пожарной безопасности, так что мы у нас работаем постоянно. Всего из здания было эвакуировано 37 пациентов, 11 мам и 50 сотрудников. Медработники, в свою очередь, успели захватить с собой все необходимые документы и медикаменты на случай оказания первой медицинской помощи. Как отметили сотрудники МЧС, с эвакуацией работники соматического отделения справились на отлично. Эвакуация прошла организованно, хорошо. В общем-то, мы рады. Я думаю, что если, не дай бог, произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, мы проведем ее достойную эвакуацию. И я повторю, что хочется, чтобы эти учения были только учениями, а не обычными стрессовыми ситуациями. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В 2017 году в нашем городе традиционно пройдет смотр-конкурс на лучшую базу мобилизационного развертывания, который предназначается для оповещения, сбора и поставки людских и транспортных ресурсов вооруженной силы страны.
Всего в Сибае имеются 5 таких баз. На днях представители военного комиссариата провели проверку готовности объекта мобилизационного развертывания педагогического колледжа. В первую очередь проверяющей комиссией была отмечена укомплектованность материальной базы и личного состава, а также практическая работа по оповещению каждого пребывающего в запасе. Активные проверки в преддверии летнего сезона идут и по линии гражданской обороны. Совместно с пожарными и полицейскими они продолжают профилактические рейды в частном секторе. В очередной рейд представители пожарного надзора совместно со специалистами гражданской обороны отправились в микрорайон Камышлы-Узяк. В особом поле зрения неблагополучные семьи. Главный объект внимания – все, что связано с пожарной безопасностью. Состояние печей, электропроводки, наличие самодельных обогревателей. По словам председателя ТОС, в районе немало неблагополучных семей, проживающих в деревянных и ветхих домах. Риск возникновения пожаров в таких строениях возрастает в разы. Хозяевам каждого дома, куда в ходе рейда заглянули пожарные, раздали памятки по пожарной безопасности и провели инструктаж, как следует действовать в случае возникновения огня. Много сухой травы вдоль домовладения на территории, на земельном участке, там, где у нас дом расположен. Есть заброшенные участки, есть, значит, одинокие престарелые. На территории Республики Башкортостан действует особо противопожарный режим до особого распоряжения. У нас на сегодняшний день произошло 30 пожаров, за аналогичный период прошлого года 22 пожара. В этом году идет рост гибели при пожарах, 3 человека. За аналогичный период прошлого года погибших не было. И в этом году 2 пострадавших, в прошлом году также 2 пострадавших. Рейд показал, что нарушения остаются прежними. В неисправном состоянии в домах находятся отопительные печи. В непосредственной близости от них располагаются деревянные предметы. Зачастую в домах не бывает обязательных металлических листов перед печью. И, конечно, в плохом состоянии во многих помещениях находится электропроводка, оплавленные розетки и выключатели. Всего было обследовано 12 домов, из них 8 пожароопасная обстановка. По итогам рейда специалисты сделали предупреждение и дали соответствующие рекомендации по устранению нарушений. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. С 2017 года организации и предприниматели должны применять онлайн-кассы. Соответствующий закон вступил в силу прошлым летом. С 1 февраля нынешнего года контрольно-кассовую технику старого образца уже не регистрируют в налоговой службе. В связи с этим межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 37 проводит открытые учебные классы по эксплуатации контрольно-кассовой техники нового образца. Уважаемые подчинщики, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие онлайн-контрольно-кассовую технику, для вас организованы открытые классы, которые будут проходить в Доме молодежи по адресу город Сибай, улица Ленина, бывший кинотеатр «Мир». Начало будет в 11 часов, в пятницу, 26 мая. Также для территориальных органов, это в Зиловиле, открытые классы будут также организованы в пятницу в 11 часов. 26 мая в территориальном отделении налогового органа. В Баймаке будет в пятницу 26 мая в 11 часов в здании администрации Баймакского района. В Акьяре также состоится 26 мая в 11 часов в здании администрации. На днях в администрации города прошел конкурсный отбор новых членов молодежного парламента при Совете городского округа 5-го созыва. В отличие от депутатского корпуса, каждый созыв действует не 4 года, а только 2. Общественная организация обеспечивает участие активных представителей молодежи в процессе выработки и принятия рекомендаций в области молодежной политики. Ринат Музафаров продолжит тему. Состав молодежного парламента при Совете городского округа формируется раз в 2 года. По положению в него должны входить представители работающей молодежи, студенчества, учащихся средних образовательных учреждений и молодые бизнесмены. Всего 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет. В списке претендентов более 20 имен. Каждого из молодых отличает амбициозность и желание активно участвовать в общественной жизни города. И здесь и присутствие амбиций, но, конечно, это в первую очередь гражданская позиция. То есть мы все, нам не безразлично, то есть отношение к городу,
к молодежи. Из-за этого я выбрал такой путь в молодежный парламент. Я хочу вступить в молодежный парламент, так как мне кажется, что это в будущем мне понадобится. Представляю проект «Чистый город». Основной критерий отбора молодых парламентариев – наличие идеи, облаченной в социально значимый проект. Он должен быть интересен, полезен и реалистичен. Так Ильгиз Ахмедшин, директор парка культуры и отдыха, острее других осознают проблему нехватки культурно-досуговых учреждений в городе. На суд конкурсной комиссии он вынес комплексный план благоустройства парковой территории. Появилось желание именно улучшить его и продвинуть его, поднять статус как современный парк, развивающийся и актуальный для города, для развития инфраструктуры. Поэтому нужна и поддержка администрации, и финансовая поддержка, чтобы это все развивать и продвигать. Выступления кандидатов оценивали представители и депутаты Совета городского округа, сотрудники комитета по делам молодежи. Как отметила председатель конкурсной комиссии Зайтуна Янбекова, ежегодно жизнеспособность и актуальность презентуемых проектов только растет. У молодежи, которая пришла на этот конкурс, есть очень интересные идеи. Они могут рассказать, и это все мероприятия посвящены улучшению жизни в нашем городском округе. Целью создания молодежного парламента является подготовка молодых граждан к участию в государственном и местном самоуправлении, привлечение молодежи к разработке законодательных инициатив, повышение активности молодежи и вовлечение ее в общественную жизнь города. Люди учатся к управлению, то есть отстаивать, принимать участие, проявлять активность, поэтому я считаю, что это мероприятие очень ценное и нужное. Открытая дискуссия о создании молодежного парламентаризма в России началась в марте 1999 года. В 2002 году была создана Общественная молодежная палата при Государственной Думе Российской Федерации. С тех пор молодежные парламентские структуры были реализованы на разных уровнях государственной власти в большинстве субъектов страны. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Целый век с нами. В этом году республиканской социально-политической газете «Башкортостан» исполняется 100 лет. Начиная с июня 1917 года она живет и развивается вместе с башкирским народом, освещая все аспекты жизни нашего края. Газета «Башкортостан» на сегодняшний день является одной из самых старых и в то же время самых популярных печатных изданий в республике. Одними из первых редакцию газеты поздравили сибайцы. Представители администрации городов и районов Зауралья, а также читатели газеты «Башкортостан» собрались в здании Башкирского государственного драматического театра имени Арслана Мубарякова, чтобы пообщаться с редакцией республиканской газеты «Башкортостан» и поздравить их с наступающей знаменательной датой – столетием со дня создания. Из Уфы к нам приехали заведующая культурно-литературным отделом печатного издания Лариса Абдулина, журналист Салават Абузаров и главный редактор газеты Азамат Юлдашбаев. С сибайскими рабочими с Атайсалом, конечно, сотрудничаем, активно работаем, потому что все мы в одной лодке, как бы ни назывались, какой бы уровень ни представляли в одной лодке. И, кроме того, у нас здесь есть Карима Усманова, сапкора нашей газеты, есть представитель Республики Башкортостан. Тут нет делений, потому что Сибай – это оплот не только наших читателей, не только наших авторов, но и оплот духовности, национальной духовности. Для гостей вечера были подготовлены десятки концертных номеров, танцы в исполнении народных ансамблей, воодушевляющие песни вокалистов со всего Зауралья. Редакцию газеты «Башкортостан» с наступающим юбилеем поздравил глава администрации Сибая Халид Хамзович Сулейманов. История газеты «Башкортостан» началась в 1917 году. В июне свет увидел первые номера печатного издания. Таким образом, уже летом этого года будет ровно век, как газета «Башкортостан» ведет свою деятельность в качестве средства массовой информации. Торжественный вечер по случаю юбилея прошел в душевной и дружеской атмосфере. Сибайцы в числе первых поздравили представителей республиканской газеты с важным событием. Подобные праздничные мероприятия пройдут и в других местах Башкортостана. Давид Фадеев, Данил Алибаев, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. В выставочном зале Центра народной культуры и досуга состоялась выставка под названием «Три кита». Она посвящена итогам учебного года станции юных техников.
Необычные игрушки, персонажи из мультфильмов, корабли, фотографии и даже одежда, сшитая руками воспитанников станции юных техников. Выставка всех этих работ посвящалась итогам учебного года. Новый виток развития учреждения дополнительного образования взяло в 2012 году. Сегодня там действует 12 кружков. Из них 7 работают на базе многопрофильного колледжа и колледжа строительства и сервиса. Педагоги уверены, каждый желающий может найти себе занятие по душе. Выставка же организована для привлечения внимания детей. Данная выставка у нас организована первый раз. Такая большая выставка. Здесь представлены работы наших обучающихся. Некоторые экспонаты у нас заняли призовые места в городских соревнованиях, конкурсах. За организацию выставки преподавателям станции юных техников были вручены благодарственные письма. Евдокия Титаренко, Альмира Ишкулатова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работала Наиля Ахмедшина. Всего доброго и до встречи.